Владимир Евсютин приехал из Печоры. Он с самого детства шьет пимы и хочет нести тепло людям все дальше и дальше, развивая географию. Поэтому и приехал на республиканскую выставку. К слову, его производство идет в ногу со временем и даже подстраивается под климатические изменения. Сейчас уже зимы стали немножко теплые, и хочется все равно зимой ходить в чем-то таком зимнем, то, соответственно, вот эта модель очень прекрасна, потому что она не обязательно греть голенище, достаточно, вот такая женская. Выставка достижений народного хозяйства проходит в Коми уже 4-й раз. В преддверии главного праздника региона Дня Республики ВДНХ, несомненно, главное событие. Предприятия региона от мала до велика собираются в одном месте, чтобы разделить гордость за свои идеи и успехи с гостями и друг с другом. А ведь нам есть чем гордиться. В 4-й раз есть уникальная возможность все в одном месте за один день и сразу увидеть то, что мы сегодня, тем, чем мы сегодня с вами гордимся, достижениями, результатами работы наших предприятий, городов, районов, всех тех неравнодушных людей, которые сегодня своим трудом и отношением прославляют наш Коми-край. Выставка в этом году как никогда пестрая. Не встретишь двух похожих предпринимателей, коллективов или учреждений. Год от года задача не меняется в целом. Это представить многообразие и культурное, и традиционное, и потенциал нашей промышленности, бизнеса и вообще в целом республики. Потому что ВДНХ сегодня является не только такой брендом нашим региональным, но уже становится визитной карточкой республики в целом и в России. У него есть узнаваемость, его знают. Александр Гайворонский в прямом эфире нашего канала рассказал о производственных планах и реализации проектов социального партнерства с республикой. В этом году «Газпром» продолжает ремонт городской больницы и не собирается останавливаться. Большие планы у нас по ремонту других социальных учреждений. Это родильный дом города Ухты, детская детская поликлиника и огромный такой, очень нужный и востребованный ухтинцами и всеми жителями Республики Коми такой знаменитый центр детского творчества имени Корчевского. Социальная направленность, к слову, отличительная черта ВДНХ. Здесь можно не только узнать что-то новое или развлечься, но даже проверить здоровье и позаботиться о безопасности. Именно возле нашего стола деточки делают совместно с газетой «Елога» и с управлением ГИБДД Республики Коми светоотражающие элементы с коми-орнаментом. Я думаю, это лучшее украшение для ребенка, чтобы в Коми на темных дорогах его было видно, да. Для крупных же промышленников ВДНХ это уникальная возможность продемонстрировать свои достижения и лучше рассказать о себе. Постоянный участник выставки и крупнейший налогоплательщик региона, компания «Лукойл», посвятила свою экспозицию истории и перспективам нефтяной отрасли, которой в этом году исполняется 90 лет. Деревянная обсадная труба. Деревянная? Да, 42-го года труба. И единственный металл, который используется, это вот такой колечко. Переживая взлеты и падения, нефтяная отрасль в регионе смогла сохраниться благодаря людям и стать передовой. Сегодня самой технологически продвинутой. Для того, чтобы более глубоко погрузиться в нефтедобывающее производство, более глубоко погрузиться в историю, мы применили современные технологии. Это очки виртуальной реальности. То есть каждый, кто может прийти на эту выставку, может надеть эти очки и зайти в офис топ-менеджера, посетить нефтяное производство, качалочки посмотреть социальные объекты, которые мы строим, побывать на той же самой шахте. Причем у «Лукойла» в этом году тоже юбилей – 20 лет работы в республике. В общей истории нефтяного промысла у компании теперь явно выделяется их собственная персональная история. В целом же выставка – уникальное событие как для участников, так и для гостей, где еще можно в одном месте оформить паспорт, побывать в виртуальной реальности и угоститься морожкой. А для предпринимателей небольших хозяйств – это шанс найти и завоевать своего потребителя. Выигрыши все, хотя и это не предел. Не хватает еще одного предприятия для отрасли. В следующем году будет дополнено еще одним. 20 числа мы будем проводить торжественное мероприятие по поводу завершения строительства Сосногорской теплицы. Я думаю, что в следующем году они будут обязательно здесь выставлены.
Поразительно, но этот праздник жизни под названием ВДНХ 2019 не ограничивается только стенами торгового центра. Я хочу передать слово моей коллеге Екатерине Поповой. Она сейчас работает снаружи. Катя, вам слово. Да, Евгений, здесь тоже есть на что посмотреть. Прямо сейчас я испробую маску и в условиях, приближенных к реальности, испытаю противогаз. Ничего не видно, очень вкусно. Пойдемте. Спасибо. А прямо тут же представлена спецтехника от ретро-машин до современных. Спасательный катер, гидроцикл и старая-старая спасательная помпа. Одна из самых крупных площадок ВДНХ не может не привлечь внимания, особенно в 370-ю годовщину со дня образования пожарной охраны России. Более 10 единиц пожарно-спасательной техники, отличная погода – все для того, чтобы горожане на себе прочувствовали историю развития пожарного дела. Вот конкретно этот экземпляр 1913 года, называется «Пожарная труба», в то время еще так называлась. Вот этот вариант мотопомпа 1600, МП-1600, она уже у нее расход побольше, она автоматизирована. Далее идут уже более модернизированные современные модели 2005 года и 2011 года. Многие экспонаты на выставке не впервые. Несмотря на это, с каждым годом количество посетителей все больше. Конечно, большой интерес вызывают экспонаты постарше, однако излюбленным местом по-прежнему остается подача воды через пожарный шланг. Как будто это народная забава. Сыктывкарцы и гости столицы смогли по достоинству оценить коми ВДНХ. Организаторы обещают, что в следующем 2020 году выставка пройдет уже в течение 3 дней, поэтому горожане и гости столицы смогут насладиться происходящим сполна. Евгений Стокас, Екатерина Попова, Павел Люлянмин, Алексей Паршуков, Игорь Данилов, Олег Юшков, телеканал Юрган.